Ребятушки, всем привет! Дрюня на связи, ребятки. Для вас у меня очередной обзорчик. Так что наливаем чайку, ребятки. Усаживаемся поудобнее. Ну и погнали. Так, друзья, ну что, зашли в помещение. На улице совсем не душно. Ветрище такое, ребята. Ну, в принципе, мороза нету. Минус 10. Но такой ветер, ребят, что хрен поймешь, или лучше минус 30, или такая погода, ребят. Сегодня хочу затронуть тему, такие как жерлицы, ребят. Какие методы использую я, ребят. В принципе, удивлять ничем не хочу, хвастаться как бы. Чисто для своих, кому-то на заметочку, ребят. Ну и кто-то для меня даст какую-то энную информацию, потому что жерлицами, ребят, в принципе, вообще не рыбачил. Как бы стабильно лежали в рюкзаке 2-3 жерлицы. Как-то пробовал, ставил. Были какие-то поклевки, ребят. Ну, с каждым годом в течение вот этого, ребят, мне так стало нравиться эта рыбалка. И сейчас прикупил, ребят, энное количество жерлиц для весенней рыбалочки, потому что сейчас весной, ребят, на жерлиц рыбалка, я думаю, будет отличная. И какие-то советы, ребят, хочу сейчас вам показать, так что не судите строго, ребят. Ну и приступим. Так, друзья, ну что, приступим. Для рассмотрения будут у меня две бюджетные жерлицы, ребят. Вот именно хочу показать вам варианты бюджетных жерлиц, что с ними можно сделать, доработать, переделать. Ну и получается флажки от них. Вот в плане вот этих жерлиц, ребят, я хочу вам показать и рассмотрим энный вариант. Ну что, ребят, начнем с этой жерлички. В данный момент я ими рыбачу. Она у меня снаряжена, заряжена. Так, ну как известно, чаша, пита еще многие рыболовы называют. В принципе, это как держатель самой жерлицы, укрывание лунки от замерзания. Но в принципе это не помогает. Если, допустим, сильные морозы, то это не поможет. В любом случае надо присыпать снегом. Ну и как закрывание света. Допустим, если щуку ловим на мелях, как, допустим, вот мы недавно ездили по рыбалочке, но глубина была подо льдом, ребят, сантиметров, ну, если не соврать, веселее. Еще одна девочка попалась. Курюшка, ребятки, небольшая. Вообще небольшая, но, повторяю, здесь ручей. И, возможно, из-за этого. Сейчас сделаем дислокацию, наймем. Здесь 1,5 метра глубина, ребят, всего лишь. И вот такие тоже крокодильчики проходят. Так что не знаю. В принципе, ребят, эта жерлица мне очень нравится. Стоит она вообще, в принципе, недорого. Снаряжается очень просто. В данный момент вот таким. Раз, все. Жерлица на взводе. Также идет у него флажочек. Вот эта часть, ребят, сразу начала отходить. Я ее посадил на суперклей. Ну, в принципе, нормально. Таким же методом она ставится. Ну, уже, ребят, заряжается. Здесь в данный момент, ребята, видно такой изгиб, потому что без срабатывания холостых поклевок, допустим, живец какой-то бодрый, вот в плане ельца, он ключевой, но на течении стоит, и он слишком бодрый, как бы, и он сам сбивает, как бы дергается и сбивает флажок, и в зависимости из этого сгиба, как бы, он лучше держит. Идем далее. Здесь уже механизм совсем другой в данный момент. Катушечка, ребят, вот такая металлическая. В принципе, не знаю, как она будет влиять на морозе, допустим, если хвататься голыми руками. Здесь все понятно, здесь все пластиковое, а здесь уже присутствует железо. Допустим, на морозе, возможно, будет некомфортно. В данный момент катушечка ставится вот таким образом. Сразу могу сказать, что вот эти клепочки, они в дальнейшем, ребят, разойдутся, разобьются, и надо будет дорабатывать, возможно, какие-то саморезы вкручивать и так далее. Флажочек, ребят, совсем другой здесь уже идет вот такой сгиб, получается, и вот он вставляется просто тоже вот так же под вот эту пластиночку. Раз. Вот видите, он уже у меня слетел. Ребят, он у меня и сломался. Видите, сразу же. Интересно, девки пляшут. Я думаю, надо будет
подогреть и сталь. Ладно, возьмем другой. Да, ребятки, интересно. Делаю обзор. Реально жерлицы новые, они только с магазина. И на, пожалуйста, уже сломалась. Вот представляете, ребят, был бы на рыбалочке уже. И уже бы была поломка. Ладно, возьмем другой флажочек, не знаю. Сейчас посмотрим. Если честно, придется понагреть, закалить сталь, чтобы она не ломалась. Ну, уже таким образом, ребят, здесь ставится вот таким образом флажочек. Не знаю, как это все будет надежно, ненадежно. И уже вот так, ребятки, таким же образом он устанавливается. Видно, что он не держит. Надо здесь будет подгибать. Вот. Все понятно. Ну вот так. В принципе, ничем не отличается. Но я говорю то, что крепежи совсем разные. Здесь элементы железа, здесь все по пластмассу идет. Идем дальше. Так, друзья, переходим на катушечки. Здесь в данный момент катушечка вот такая. Ну, простенькая. Ничего такого здесь энергичного нету. Как бы ни подшипников, ничто, крепится гайкой. Здесь в данный момент крепится саморезом, я так думаю, или болтом. По катушке, ребят, могу сказать, что обязательно, ребятки, надо здесь сделать натяжитель, чтобы не таким образом она вот так крутилась, а немного подзатянуть, чтобы ход был немного затруднен. Допустим, при поклевке, вот сейчас покажу, в принципе, на готовой жерлице. Если леска, допустим, если вот этот болт, ребятки, стоит слишком слабо, при поклевке, вот видите, леска спокойно крутится сама, вот, допустим, дальше, и может перелистнуть леску, допустим, вот сюда, и заблокировать ее. Тем самым катушка не пойдет крутиться, и это испугает щуку, щука почувствует какое-то сопротивление, выплюнет живца или просто уйдет, как вы знаете, да? Тем самым, чтобы вот такого вращения не было, здесь надо, ребят, немного затянуть, чтобы, допустим, при сработке, сейчас в данный момент еще раз покажу, жерлица стоит, при сработке, вот она вот так не крутилась, то бишь есть какое-то сопротивление, и леска идет спокойно, не крутится сама, не перехлестывает леску, вот такого, чтобы не было. Так что вот это, ребят, большое значение имеет, потому что сам сталкивался с этим, это реально очень важно. Здесь, ребят, надо как-то подзатянуть в любом случае. Так, друзья, ну вот, получается катушечка, ребятки, у нас белая, да? И по снегу, допустим, вот в плане размотки, когда щука уже схватила, и ты подходишь или бежишь, допустим, непонятно, щука мотает или стоит, как бы. Ну, все, наверное, знаете, что некоторые здесь делают черточки, допустим, маркером. Ну, простым это, конечно, не получится, потому что, вот, допустим, он у меня был простым, и вот видно, он спокойно стирается, пару рыбалок его просто не видно. Используют, конечно, специальный маркер, который подписывает диски. Вот им можно, в принципе, он не стирается. Ну, как бы, все равно рыбачишь весной, допустим, тепло, солнце, снег тает, или также принес домой, она шоркается, была заморожена, растаяла дома. Со временем, ребят, он все равно стирается. Так что здесь можно, ребятки, использовать простую черную изоленту. Тем самым просто нарезать ее на кусочки, не на большие, и наклеить. Ребятки, берем просто изоленту черную. Отрежем вот так ее. Сейчас так ее поставим, чтобы она приклеилась. И на кусочки, ребятки, нарежем. В принципе, достаточно. Вот эти полосочки, ребятки, сейчас мы их просто наклеим вот на катушечку. Ну, тут, в принципе, даже достаточно две полосочки. Они уже будут, понятно, что катушка крутится. Кстати, ребятки, размотка. Ты когда контролируешь размотку, то, что ты видишь, это очень важно, потому что подсекать, все знают, возможно, что подсекать надо в любом случае, когда щука мотает. Когда она остановилась, надо подождать.
когда щука начинает мотать, и ты, допустим, видишь издалека, что вот белая катушка ее непонятно крутит, не крутит, а сейчас в данный момент ты видишь, что она крутит, и ты, конечно, ускоряешься, бежишь, допустим, и уже видя издалека, что она мотает, ты уже уверенно подбегаешь и подсекаешь. Таким образом, ребятки, наклеили. Сейчас все понятно, сейчас вот видно, что катушка крутится, издалека будет это нам заметно. По поводу вот этой катушечки, катушечка черная, но я думаю, здесь также можно использовать, допустим, синюю изоленту. Ну, синюю изоленту, ребят, на черном сильно видно не будет. Возможно, двухсторонний скотч какой-то белый или еще что-то. Или, допустим, каким-то тем же штрихом белым можно сделать черточки вот такие. И уже тоже будет понятно, что щука мотает. В принципе, ребята, это тоже очень важно. Вот эти мелочи. Друзья, есть у Женьки поклевочка. Есть, мотает, Жень. Мотает. Задняя, самая дальняя. Ну, опа, хорошо мотает. Женя хорошо мотает. О, Жень, пошла. Есть. О, хорошая щучка. Ой. Если что, я перчатки возьму. Поводки, ребят, использую обычные, дешевые, которые стоят копейки. Не знаю, у кого-то может бюджет позволяет, там он может заморочиться, в принципе, какие-то там титановые, там тросики, еще что-то. Крючки также, ребят, тройнички на свой вкус. Здесь в данный момент средний, потому что щука не крупная, бывает и окунь подходит. Можно, чтобы засечь, в принципе. Но я думаю, крючочки надо все равно поставить побольше, потому что меньше сходу, во-первых, будет. Есть еще, ребятки, конечно, специальные жерличные двойники. Один небольшой двойник, крючок, один идет побольше. Маленький ты втыкаешь, а длинный идет вдоль тела. В принципе, не знаю, не рыбачил на такие, но продаются, показывают, что кто-то их берет, что на них, возможно, какие-то удобства. Дальше идет петелька, ребятки, стандартный вертлюжок. Ну и грузик, ребятки, грузик. Еще опять одна заметочка от меня. Кто-то покупает оливки, ребят, специальные, да. Вот все, ребят, занимаемся джигом, рыбачим, спиннингистам особый респект, потому что спиннинг я уважаю, ребятки. И кто-то рыбачит на резину. Это бывшая, ребят, джиголовка, грамм 12-13, даже не помню. Ну, зацепили там, обломали, или жало поломалось там. Ребят, не выбрасывайте, просто потом откусаем бокорезами и продеваем в лесочку, допустим. Вот здесь у меня уже петелька, но она дальше не идет. А так, также скользящий груз, 12 грамм, в принципе, достаточно для жерлицы. Сильно тяжелый не надо. Да и также можно использовать, допустим, в каких-то там полудоночках, ребят, каких-то хитрых снастях по поводу ходячего груза. Допустим, за сезон, ребят, ну, джиголовок много вы потеряете, допустим, поломаете. Просто не выбрасывайте, и к зиме уже приготовите. У вас будут в коробочке лежать, допустим, готовые груза для жерлиц. Ничего сложного, откусили, и все, он держится красиво. Ну, в принципе, как вариант я использую. Так, идем дальше, ребятки. Переходим к флажкам. Сейчас в данный момент 2 флажка. Но это видно немного окислился, потому что он старенький. А вот это, ребят, свежий, который сейчас я недавно купил. Смотрю, что сталь одинаковая. Я не знаю, от чего она используется. Ну, в принципе, я много видел, что кто-то делает из старых часов. Вот эта пружина идет. В принципе, как вариант можно заменить, допустим, сделать там что-то еще. Ну, говорю, 2 разных крепежа. Так, ребятки, переходим к флажкам. Вот это мой флажок. Вот видно, он плотно стоит, ребят, потому что я его сразу, вот видно клей. Сразу, вот, допустим, вот этот новый сейчас посмотрим. Ну, видно он, ребятки, он заклеен несуразно. А пару рыбалок, ребят, он будет отходить. Вон, видно, да, ребятки, сразу вот, видно, он отходит. Я сразу же, ребятки, хорошенько промазал, проклеил. Ну, я думаю, никуда он не денется, все уже надежно. Допустим, вот только новые. Видно сразу, что заклеено несуразно. Сразу, ребятки, проклейте, не поленитесь, если приобрели новые жерлицы. Для вас это будет удобнее, потому что также на ветру он улетит куда-то у вас, там порвется на рыбалке. Ну, как-то будет некомфортно, а тут уже будете готовы к этому. По поводу флажков, ребята, небольшой моментик. Вот такая ткань, ярко-оранжевая. Ну, понятно, видно издалека, да, ребятки.
Ну, в принципе, можно, ребята, допустим, сразу же, как приобрели, сразу тупо это все оторвать. Флажок небольшой, сантиметров 5 на 3, наверное, может чуть больше. Предлагаю, ребят, сразу сделать побольше флажки. Допустим, до этого понадобится дорожная жилетка. Просто едете по дороге на машине, дорожник стоит, курит, за пачку сигарет сняли с него жилетку, потому что завтра он наденет новую. И из них, ребятки, уже можно вырезать побольше флажки, примерно вот такого диаметра. И издалека, ребят, уже явно будет видно, что флажок у вас горит. Ну, это как небольшая заметочка для рыбаков. Просто добавить больше флажок, сделать, допустим, 10 на 10. И у вас уже флаг развивается, и уже, допустим, со стороны 100 метров вы увеличили на 150 метров, что в плане видимости реально такая жилетка, ну, добыть ее вообще не трудно. Покупать не надо, ребят, реально едешь, просто остановился. Дружище, дай жилетку, на тебе пачку сигарет, он тебе дал, вырезали, и все, и у вас четкие большие флажки. У кого-то может есть какая-то другая ткань, ну, в принципе, вот эта ткань так и так же подходит, и флажки можно переделать реально больше. Идем далее. С флажками разобрались, да, ребятки, сделали мы их побольше, и уже видим на метров 50 их дальше, ну, что он развивается, то, что он видно его далеко. Еще такой моментик, ребятки, но это не я сам придумал, я еще раз повторяю все, что я делаю для своих пацанов, как бы, может, кому-то это интересно, ну, для себя, как бы, сейчас занимаюсь этим, как бы, допустим, ребятки, стоит жерлица у вас, вы рыбачите там плотву, допустим, добываете живца или ловите мирную рыбу, помимо этого у вас стоят жерлицы там в количестве там 10 штук в расстоянии там, как говорю, там 150 метров, да, ребятки, помимо того, что вы увидите издалека, надо еще услышать, ребятки. Можно использовать вот такие бубенчики. У всех фидеристов, я думаю, по 3-4 штуки валяются вот таким просто грузом. Какие-то такие, ребят, бубенчики, которые уже поломались, допустим, вот эта прищепка. Ну, их разное количество. И, допустим, ребятки, просто отрываем пружинку вот эту пружинку. И уже к нашему флажку, ребятки, мы ее приматываем. Ребятки, вот таким макаром. В принципе, можно, и у кого есть паяльничек, припаять это все дело. Это будет вообще шикарно. А можно, ребятки, тоже черной изолентой это все дело замотать красиво. Сейчас просто выровнять вот эту площадочку, сделать 2 слоя, чтобы она поплотнее была. И уже таким макаром, ребятки, ее припаять, примотать. Вот, ребят, пружинка мотается прикольно. Вот она сама по себе даже, ребят, держится уже. Вот так. И вот это сейчас, вот эту площадку, ребятки, мы сейчас замотаем изолентой. Вот за бортом, ребятки, небольшой морозик, так что такие работы, конечно, надо проделывать дома. Ну, я приятно с полезным, ребятки, делаю, так что все нормально. И потуже все это дело заматываем. Отрежу, чтобы не мешалось. Так, звенит классно. Сразу вспоминается лето. Вот эти бубенцы, вот эти звонки. Уже охота, лето, конечно, ребят. Но впереди весна. Ждем, ребятки, весну. Все, ребят, 3 секунды. Один бубенчик очень хорошо звенит. И, допустим, ребятки, сидим мы в той же палатке, погода испортилась, пошел снег, стоят жерлицы, надо постоянно смотреть в окно или выглядывать, просматривать. Стоит жерлица, ребятки, у нас заряжена. Вот таким образом. Все, мы сидим, рыбачим спокойно, отдыхаем и просто слышим за горизонтом. Вот такой звук. Сразу понятно, мы, ребят, выскакиваем, смотрим, и у нас флаг 10 на 10 светится там в 150 метров, и мы уже знаем, что кто-то сработал, и бежим ее проверять. Еще раз попробуем, ребятки. Возьму за флажочек. Отличный звук, ребят, вообще шикарно. Все это слышно. Допустим, вот этом бубенчике 2
Две эти балалайки, получается, на 2 жерлицы уже присутствует. Еще одна, уже 4 жерлицы. Ну, таким образом, также можно приобрести, можно какие-то другие звенюшки. Ребятки, сработка! Бежим, бежим, бежим! Мотает, мотает, ребятки! Жень, твоя, Женя! Жень, твоя! Хорошая? Есть. Большая, да? Ага. Так, друзья, ну что, пробежимся. Купили мы жерлицу, ребята, за 70 рублей. Сразу же, ребятки, поменяли флаг. При этом мы не потратились ни копейки. Ну, допустим, у кого-то аруба такая, у кого-то присутствует, знаете, там по работе. Сразу же промазали, сделали новый флаг для своих же удобств, для своего же зрения. У кого-то зрение может плоховато. Ну и для общего кругозора это, думаю, очень полезно. Сразу же поменяли флаг, переделали, ребят, катушку. В принципе, опять же, ничем не потратились. Поставили грузило. Мы его не покупали, мы его просто... Ну, мы его покупали, но мы его использовали в дальнейшем в рыбалке. И сейчас в дальнейшем мы его не выкинули, мы также его используем. И он будет служить еще 1000 лет. Наклеили, ребят, изоленту или промазали маркером для сигнализации, опять же. Затянули болтик. Все. У нас бюджетная жерлица, ребят, превратилась в очень ловистую, ну, в принципе, не ловистую, но в плане сигнализации, ребята, вообще шикарно. Все это будет действовать, все будет работать и будет радовать ребят хорошими трофеями. В принципе. Прежде чем закончить видео, я хотел бы воспользоваться моментом. Завтра, ребятки, у нас 8 марта. И от себя лично, ребятки, я хотел поздравить своих девочек, маму, мою супругу, мою дочь Кирочку. Я вас очень сильно люблю. И тем самым, ребят, хочу сказать, что без них жизни у меня нет. Это для меня самые важные люди. Так что не могу воспроизвести искренне, скажу как могу, как обычно, ребятки. Просто это самое главное, что и в жизни, ребят. Просто вот в рождении в моей жизни дочери меня очень поломало, поменяло в плане морально, в плане... Раньше как-то все это по-другому было, друзья. Так что, девочки, я вас люблю. И цените меня, какой есть. Ладно, ребят, все, какой-то хлам пошел. Все, ребят, кому понравилось видео, ставим пальчик в воздух, жмем на колокольчик. Будем это дело все пробовать на рыбалочке уже в дальнейшем. Если какие-то нюансы будут, я в любом случае объяснюсь, расскажу. Но не судите строго за мою неграмотность, какие-то некорректные слова. Все, всем друзьям, ребята, огромный привет. Увидимся на рыбалочке. Дрюня на связи. 11 регион. Ауе.